Глава Коми поручил правительству республики создать комплекс дополнительных мер поддержки беременных женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Рождаемость в Коми падает, в том числе и за счет абортов. Их у нас в 1,5 раза выше, чем в среднем по стране. Все детали в материале Ольги Коняевой. Помимо, значит, всех выплат, которые касаются вашего работодателя, да, вы можете еще получать дополнительные средства на каждого из несовершеннолетних детей. В этом кабинете женской консультации Сыктывкара будущие и состоявшиеся мамы могут получить от социального работника всю информацию по государственным мерам поддержки. Здесь же работает психолог. Беременность, рождение ребенка – это, конечно, огромная радость. Но это и стресс, нагрузка на организм, серьезные изменения в жизни и большая ответственность для семьи. Юлия Семяшкина с мужем сразу решили, они готовы к переменам. Первый раз я узнала очень рано. У меня были, конечно, чувства замешательства, что мне делать. Это, мне кажется, у всех с первой беременностью происходит. Но потом, когда у тебя растет животик, когда ты чувствуешь эти толчки. Я как мама 2 деток хочу сказать, что дети – это огромное счастье. Но бывает и другая ситуация, как называют психологи, кризисная беременность, когда у будущей мамы и семьи появляются сомнения. Избежать непоправимого помогают специалисты Центра и кабинетов поддержки беременных, попавших в трудную жизненную ситуацию. Благодаря в том числе их работе в 2020 году 485 женщин в Коми сделали выбор в пользу материнства и отказались от аборта. Мы живем в мире, где много каких-то трудностей, каких-то материальных затрат для женщины будет, плюс рушение планов, которые она выстроила уже на 2-3 года вместе с детьми. С самого начала, как 2 клеточки соединились, мужская и женская, уже там душа есть. И прерывание беременности, как говорится, грехом является. Бывает, что просто эмоциональный такой срыв у женщины, когда с ней говоришь по порядочку, раскладываешь по полочкам, все, окажется, что ситуация не такая уж критичная, а наоборот благоприятная, и сохраняется беременность, да. В Коми уже работает целый комплекс мер финансовой помощи семье с детьми. Каждая беременная в Коми получает по 1000 рублей в месяц. Это первая поддержка материнства. Затем оплата по больничному. Когда ребенок появится на свет, семья получает единовременное и ежемесячное пособие. Материнский и региональный семейный капитал. Для нуждающихся есть и дополнительные выплаты на детей. Причины искусственного прерывания беременности, конечно, не только экономические. Учеба, карьера, плохие отношения с супругом или родителями. Я всегда на стороне женщины и всегда говорю, что женщина первые 14 недель находится под влиянием гормонов. Это, конечно же, и причины, в которых находится женщина, социальные, психологические. Все это преодолимо. Аборт – это не просто операция. Последствия могут быть самыми тяжелыми для здоровья и психики женщины. Другая сторона – моральный аспект. В 22 дня начинает пульсировать сердце, на 5-й неделе угадывается лицо малыша. На 15-й неделе ножки и ручки малыша сгибаются, и мама может ощутить первые толчки. Это самые приятные, самые нежные, самые счастливые воспоминания при беременности. На 20-й неделе малыш впервые улыбается. В республике за 5 лет количество родов снизилось на 33%. Это тенденция общероссийская. Но в нашей республике число абортов в 1,5 раза превышает средний показатель по стране. В 2020 году произошло 7,5 тысяч родов в лечебных учреждениях, и плюс еще домашние роды, небольшое количество. Поэтому 2700 абортов, которые сделали наши женщины по желанию, значительные репродуктивные потери. То есть 2700 мы могли бы дополнительно иметь детей. Глава Коми поручил правительству республики скрупулезно проанализировать причины и разработать дополнительные меры поддержки беременных, попавших в трудную ситуацию. Это должна быть адресная, действенная помощь в решении насущных проблем. Создана межведомственная рабочая группа, и работа ведется достаточно активно. Есть уже определенные результаты, пока, конечно, рано их освещать, но я думаю, что в ближайшее будущее мы сможем это сделать. Самая главная задача у нас – это все-таки привести к тому, чтобы женщина Республики Коми могла легко принять решение родить ребенка. И чтобы молодые семьи
не откладывали рождение детей. Врачи Коми выхаживают новорожденных даже в самых трудных случаях. У нас один из самых низких показателей младенческой смертности по России. Главное, чтобы было кого спасать, говорят медики. Отстаивают каждого ребенка. Жизнь – самое ценное, что у нас есть.